Салим, меня зовут Ренат Кыбрай, я нахожусь в области Абай в городе Семей. И сегодня в этом видео хочу рассказать о гражданско-правовом споре, который возник между ТО ПКФ Семей Сталь Сервис и акционерным обществом Каражыра. Вы являетесь непосредственно руководителем Семей Сталь Сервис. Да, я не только руководитель, но и владелец компании. Меня зовут Ольга Владимировна Кончук. Предварительно я ознакомился о сути вашего конфликта. Речь идет о здании шиномонтажного цеха, который ваша компания возвела в 2019 году. Суть вопроса в том, что Каражыра на сегодняшний момент предъявляет нам требования к исполнению обязательств, которые не входили в договорные наши обязательства, не включены в состав проектной документации. И, в принципе, все они возникли по истечению гарантийного срока. Вы, разумеется, с их требованиями не согласны, а они настаивают на том, чтобы вы, получается, безвозмездно произвели работы, не связанные с изначальными договорными требованиями. Ну, разумеется, АО «Каражыра» не считает, что эти требования не были изначально прописаны, то есть они настаивают на своем. Они не просто настаивают, чтобы мы выполнили работы, чтобы мы еще и проектную документацию для этих работ разработали. Было два суда. Суд первой инстанции и суд второй инстанции. Суд первой инстанции принял решение в вашу пользу. Апелляция же приняла решение в пользу Каражыра. Да, к сожалению, апелляционная инстанция не взяла во внимание экспертное заключение судебного технического эксперта и встала на сторону частной экспертизы технической, которая легла в основу судебного иска от Каражыра в нашу сторону. В данный момент вы пытаетесь добиться от независимого эксперта, так называемого, да, то, чтобы он признал то, что его заключение было ошибочным. На сегодняшний день мы сделали уже множество попыток о том, чтобы признать недействительным это заключение. К сожалению, государственные органы, которые выдавали аккредитацию и которые осуществляют надзор за субъектами строительного сектора в нашей республике, отказываются брать на себя такие полномочия. Мы пробовали добиться результатов через суд. К сожалению, суд нам тоже отказал, так как это заключение является основополагающим в другом судебном деле. Вот. На сегодняшний день мы обратились в органы правопорядка с тем, чтобы рассмотрели нашу жалобу о подложных документах, которые составил лжеэксперт. То есть у вас есть все основания? У нас есть основания признать экспертное заключение этого человека подложным. Подложным, да, я с вами согласна, оно совершенно подложное. Знаете, дорогие друзья, почему столько внимания сейчас даже вот к выводам эксперта с вашей стороны? Дело в том, что на днях уже ваше дело, рассмотрение вашего дела должно состояться в Верховном суде. Кассационной инстанции. Мы вынуждены были обратиться в кассационную инстанцию, потому что просьбы, наши обращения о пересмотре дела в апелляционной инстанции в связи с тем, что у нас есть доказательства и мнение экспертов о том, что заключение частного эксперта Москаленко является подложным, мы обратились в апелляционную инстанцию на пересмотр, но нам было отказано. Поэтому мы обратились, конечно же, в Верховный суд.
Дело в том, что в этом интервью мы ни от кого ничего, конечно, просить не будем. Потому что это такая вот позиция, да, все обычно любят снимать видео. Давайте сделаем обращение к президенту, там, к Верховному суду, прокуратуре и так далее. Ну, позиция заключается в том, что услышьте нас, пожалуйста, будьте справедливыми и так далее, да? Но у нас есть четкий план дальнейших действий. Потому что мы в стране, да, согласно Конституции, строим в том числе правовое государство. Я хочу заявить, что мы ни в коем случае не сдадимся, мы будем отстаивать свою правоту и законность. На нашей стороне техническая составляющая, и мы обязательно будем доказывать свою правоту и обратимся во все органы, которые способны будут и должны будут нас услышать. А я хочу все-таки нашим зрителям, среди которых будут органы, с которыми мы встретимся на следующей неделе, вот, это, во-первых, мы собираемся посетить Караганды. Да, потому что эксперт находится в Караганде. Промпроект консалтинг, компания, которая зарегистрирована в Караганде, к сожалению, ГАЗ города Караганды отказался. Сказал, что у него нет компетенции каким-то образом изучать плоды работ этого эксперта. Да, мы посетим ГАЗ Карагандинской области, да, получается, город Караганды, в городе Караганде. Потом мы посетим департамент полиции Карагандинской области, где на рассмотрении находилось заявление. Да, потому что то, что вы получили от них, это просто стандартная отписка, из которой ничего не понятно и ничего не ясно. Хотелось бы услышать от человека, да, непосредственно сотрудника ДП, комментарий по поводу этого дела. Третье. Мы будем обращаться в прокуратуру Карагандинской области. Да, это следующая инстанция. И на основании уже всего этого этапа мы будем обращаться в Генеральную прокуратуру в городе Астана, в столице. Потому что вы считаете, и ваши требования не заключаются в том, чтобы был пересмотр решения апелляционной инстанции. Дело должны вернуть, да, вы считаете, на пересмотр в апелляционной инстанции. Да, хотелось бы, чтобы нас услышали и увидели доказательства того, что заключение частного технического эксперта, оно не только безграмотное, оно еще и основано на подложных схемах, на всевозможных приписках и выполнено с нарушениями всех регламентов. Если будет признано заключение эксперта незаконным, то основание принуждать нас к выполнению этих работ, оно исчезает само собой. То есть в таком случае или Верховный суд, или суд апелляционный вынуждены будут согласиться, как бы этого не хотели ваши оппоненты, с вашими уже доводами. Да, это единственный способ доказать свою правоту. Просто, дорогие друзья, здесь много есть, разумеется, всякого рода подводных камней, течений, которые заключаются в том, что ваше предприятие, которое работает уже на протяжении более 14 лет, которое занималось реализацией достаточно крупных проектов в нашей стране, стоит сейчас на грани существования, да, своей дальнейшей работы. На сегодняшний день я уже не могу четко понимать, чего добиваются таким образом гаражера. Они просто хотят, чтобы мы выполняли безвозмездно им любые работы, связанные с этим зданием, постоянно находились у них, так сказать, на техническом обслуживании. Или они просто задумали наше предприятие заполучить для собственных целей. Потому что очень серьезный накал всего этого конфликта и большой напор со стороны судебного исполнителя. Вы за 14 лет
в вашей деятельности, в вашей компании реализовали, наверное, не побоюсь этого слова, сотни крупных проектов. Достаточное количество. И знаете, Ренат, это впервые, когда на нас подали в суд. Это первое судебное дело, которое было выдвинуто против нас. Вас можно понять, что вы не хотите просто так сейчас оказаться, скажем так, в зависимом от положения от ваших оппонентов, чтобы просто безвозмездно, бесплатно на протяжении многих лет, да, как они, наверное, желают, выполнять для них работу. Потому что даже выполненные нами работы, которые они желают, обяжут нас на дальнейшие гарантийные сроки. То есть это постоянная какая-то зависимость. Это уже кабальные отношения по своей сути. Это кабальные отношения, да, уже. Им это выгодно, потому что они перекладывают свою ответственность по содержанию, по эксплуатацию здания на наши плечи. В любом случае, стоит, наверное, заявить о том, что до сих пор не исчерпаны варианты, скажем так, мирного урегулирования данного конфликта. Потому что да, речь идет все-таки о двух крупных компаниях. Ваша компания не должна перестать существовать просто из-за, скажем так, возникших чисто амбиций, да, определенных людей. Но и мы дорожим очень своим именем и репутацией. И было бы хорошо, чтобы этот конфликт уже не выходил в общественность, и дальше нам не пришлось разъезжать по всем этим государственным органам, к чему мы готовы. К сожалению, я думаю, что этот вопрос требует огласки и еще потому, что вообще сама по себе система существования частных технических экспертов, она имеет очень серьезные пробелы в законодательстве. Неподотчетность, неподвластность никому дает им большой простор для таких владельцев бизнеса, которые могут использовать подложные заключения в дальнейшем для понуждения своих подрядчиков. Ну, что касается меня, то в рамках слышащего, открытого Казахстана государства, жена Казахстана, в рамках того, что президент Токаев неоднократно призывал к реформированию судебной системы, правоохранительной системы, мы, гражданское общество, должны всячески способствовать реализации послания главы государства. Только в наших силах гражданского общества построить жана Казахстан, новый Казахстан, сделать нашу страну по-настоящему правовым государством, где будет верховенство закона и права. Я надеюсь, что мы с вами добьемся справедливости. Я тоже верю в это.